конечно, с вами снова Лейла. Я в этом ролике буду здороваться еще раз, вы не удивляйтесь, и поэтому для этого я сейчас хочу несколько слов сказать, чтобы вы поняли мой влог дальше. Дело в том, что этот ролик сегодняшний, сегодня пятница, собран у меня, получается, из двух роликов. Так получилось, когда у меня были дети мои, внучка с мамой и с Мухаммедом. Вчера вышел мой ролик, как мы были в магазине, все такое. Но после магазина мы также были вчера на почту и делали распаковку подарка, который нам прислала Галина, который будет сейчас в ролике моем. Дело в том, что если бы я все это вместе совместила, был бы слишком большой и длинный ролик, и поэтому я решила разъединить распаковку посылки, поставить сегодняшний влог, а вчерашний вы уже смотрите, кто смотрел. А кто не смотрел, просьба вас посмотреть, потому что у меня очень упали просмотры, друзья. Я бы не хотела это говорить, но тем не менее скажу. Несколько человек меня спрашивали, получаю ли я зарплату. Да, я зарплату с Ютуба получаю, но это настолько мизерные деньги, потому что у меня очень резко упали просмотры. Я получаю какие-то копейки. А деньги мне идут из-за того, что вы сделали просмотр, а YouTube платит за это. Вот так вот. Извините, конечно, что я вас об этом прошу. Наверное, у некоторых людей просто даже некогда. Но кто меня смотрит, все постоянно и так смотрят. Но, тем не менее, ваши просмотры для меня очень важны, особенно в это время. Вы, опять-таки, извините меня. Так, ну и поэтому, видите, пироги мои подходят. Все это будет дальше в ролике. Посмотрите. Картошечку тоже я приготовила, но картошечка точно в этом ролике не будет. Будут пироги. И, друзья, если я не успею спечь их до того, как бы мне смонтировать, потому что уже время подходит, я вряд ли успею смонтировать влог, как испечется пирог. Если я успею, испеченный в этом виде, он будет в этом ролике. Если я не успела, значит пирог будет уже в готовом виде только в следующем влоге. Ну, не знаю, я вам объяснила сумбурно, просто мне хотелось, чтобы вы поняли, что и как у меня идет. Я не ахти такой режиссер, конечно, но вот так вот, друзья. А дальше смотрите, наверное, распаковку Гали. И да, я сейчас в Галиных очках, которые Галя прислала, это дальние очки. Их аж 4 пары, это вы увидите. И шарфик тоже на мне от Гали. И еще раз я хочу сказать Галине огромное спасибо, неимоверное благодарность вам за то, что тебе, вернее, мы уже на «ты», мы с ней как друзья, как подружки, как сестры, постоянно общаемся, постоянно на связи. Это я цепляться несла, чтобы мне было холодно. И Галина меня очень сильно поддерживает. Действительно, Галина стала просто практически членом моей семьи, онлайн, можно сказать. Она, получается, даже иногда бывает ближе моей сестры, потому что она почти каждый день со мной на связи. Каждый день. Я ей очень благодарна. Галя, я тебе безмерно благодарна. Также благодарны тебе мои дети. Да, и Ибрагим просил передать огромное спасибо за футболку. И Джабраил тоже. Одна подошла Джабраилу, одна подошла Ибрагиму. Они тебе безмерно благодарны. Это не просто так сказать, а действительно мы тебе благодарны. Большое-большое спасибо. Огромное спасибо, Галя, еще раз. Ну а дальше смотрите мой влог. И привезли мы с Аришкой посылку нашу, которую нам прислала Галина Рубальченко. Галечка, большое спасибо тебе. В очередной раз. В очередной раз. Да, в очередной раз. Третья посылка уже за каких-то полгода. Галя, огромное спасибо, мне даже неудобно. Ну, сделаем. Как раз получилось так, что и Мадина с Аришкой, с Мухаммедом у нас. И посмотрим, что в ней. Да, Аришка? Лучше ты нож бы мне принесла, Мадина, а не ключи. Мухаммед капризничает. Аишка сонная. Ну, Аишка спать хочет. В магазине гуляла. Так. Из Майами.
Из Майами с любовью. Так. Ой, Аишка, лаки, помады. Косметика. Аха, любименький малыш. Это твое. Так. Это что же, наверное, Ишкина? Да, полушубка. Хози. Да. Хози, пусть хози. А я не... Вот так. О, Ишкина кроссовки. Ой, еще одни красотки. Еще одни кроссовки на вырост. Так. Это все Аишкина. Ах ты, какая у нас крутая птица. Довольная? Аишка. Так. Это тоже твоя маечка. Габист хози. Ехось. Так. Это красненькая туфли Аишка. красные. Посмотрите, какие туфли. Оф, ой. Ух ты. А здесь хози. Аишка, щеголять будешь в туфлях. Ух ты! Так, а это все вот вам. Вон сколько всего. Смотрите, сколько. Смотрите, сколько. Это еще не все. Аишка, отплаться? Еще смотри. Ого. Еще. Далил щигма. Еще. Короче, Цин далил. вам только волосы отращивать. А любите? Аишка, хажу мы штука мажейта. Как-нибудь да прицепит. Так, Аишки трусики на лето. Ого. Хози. Так, дальше идем. Маме точно ничего покупать не надо. Там ничего не покупать Аишки. Вот, смотрите. И сяму здесь. Как Какая красиво. красота. Так, это тоже Аишкина. Аишкине точно ничего не надо покупать. И на весну, на лето. Так, ну что-то зацепились что-то. Аишка, хоть каждый день меняй образ. Вместе зацепились. Они зацеплены вместе. По одну пока. Вот так. Это и такое. Такое оно такое прям нежное, голосом, что маечное, мягкое маечное. Ой, аж сын можешь халханы же, как предыдущие два А это платья. с твоей ненёкой. Иди, ненёка. Мухаммед, Это не- на вырос. Это на вырос, это сейчас. И вот такая ненёка. Видишь, потому что ты любишь ненёку. А, Кости? Так. Так, как бы её приблизить лицо. Так, это тоже Аишки. Летнее красивое платье. Так, это тоже Аишкина. Пози. Аишка довольная. Только Мухаммед тут недовольный. До его вещей не дошли. Ой, юбочка. Прям Это щеголять юбка. будет. Ух ты. Шорты, юбки, Аишка. Так. Столько у тебя всего. Да, же царь. О, буси твои. Тут здесь на И ну-ка. тут ненёка. А же вот твоя ненёка. И тут. Ня. Так. Это, по-моему, Мухаммеду уже. Наверное, произойти. По-моему, да. Видите? А-а. Что-то натуральное написано. Что я не знаю, разбирайся сама. Так, Это для зуб. дальше. Дальше вещи Мухаммеда сразу видно. Это ваше. Поильник. Ставьте. Так, Все, Мухаммед, успокаивайся. Теперь твои вещи Да. пошли. это тоже Мухаммеда. А большая бутылка может быть яички. Ой, новые соски пришли Мухаммед. Вам еще просто. А вот вам вот такие вот слюнявчики. Что? Так, это тоже вашему Мухаммеду. Щеголять будет. Или осенью, или весной. Ой, так. Так. А сосок у вас будет целый комплект. А они с 8 месяцев до 12.
Поэтому я говорю, целый комплект. С 6 до 12. 6. Видишь, как подрастет с тех сосок. И вот Продолжение. продолжите. Аишка, как довольна туфлями. Аишка, как раз к твоему платью очень Так, вот классно пойдут. костюмчик Мухаммеда. Ой, да. Это тройка, да, такая? Да, получается. Вот. Ой, ой, крутой парень будет у нас. Мухаммед. Так. Ой, 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 ой. Я говорю, дядя, он... Такой же у него комбинезон Галя А, он приносила. мягкий такой, приятный. Так. Это штаны Мухаммеда. Это костюм, по-моему, такой вместе. Так. И тоже игрушка Мухаммед. Мухаммеду. Бутылка. Это же бутылка? Да, Да. соска там. Вот как раз вы начинаете прикорм свой. Вот смотри, сколько боди. Боди Оля. Я тут название не знаю. Когда вы маленькие были, таких не было. Принт такой красивый. А? Принт красивый. Тут ежик. Коала. Тут коала. Ай, полосочка. И тут коала, по-моему. Вот такая красота. Ой, еще и игрушки. Будете в рот пихать. О, какая красота. А я схожу и. Да, мягко. Нежный же. Так. Ну, Мухаммеду, походу, вообще ничего не покупать, по-моему, тоже не надо. Вот такие станишки. Вадим, ходишь, а на ощупь. Мягкие. Какие они красивые. Материал очень мягкая такая маечка. А. Я бы на твоем месте не плакала. Вот такое. Вот такое. Эх, знаешь, сколько? Вот такое. И такое. И вот такое. У меня только один сейчас вопрос. Мухаммед, когда нам успеть все это надеть? Все, боди закончились. Теперь вот такие вот носочки вместе с боди. Так. Очки не разбились. Плюс 2,5. Она ближние мне все-таки прислала, да? Ада. Видишь, как меня любят мои подписчики? Хоть магазин открывает. Это все для детей, для Аишки, да? Нет, Мгм. это Мухаммедов с Аишкой пополам. Так, короче, я сейчас потом распакую. Очки для Вот меня. такие благодарные подписчики. Это племянник моего мужа, комментирует. Сними его. Всем привет. Вот, молодец, До нормальный. свидания. Нормальный человек. Так, давай, направляй камеру. Так. О, да тут не одни очки. Ого, сколько их. Их целый набор. Мам, ну ты же их стабильно Ну 2 да. месяца один раз. Из булавочки. Лавочки были, что ли? Представляешь, сколько их? Вот салфетку тебе еще положили специально для А это очков. все дальние. Плюс один дальний. Там еще салфеточки была для этих. Упала она у меня? А, вот она. Ну ты даешь, Галина. Так, тут уже пошли шарфы. Открыть? Одеть хочешь? Жалко. Сейчас. Сейчас, Аишка, А мы... сейчас мы распакуем, и ты оденешься. Вот такой шарф. Куда его положить? Вот такой шарф. Галя, ты даешь. Ой, это вообще красивый. Ой, какой красивый. Дальше? Красивый? Сейчас мы оденем тебе, оденем. Подожди. Сейчас один. Так. Это набор полотенец. Это такие тряпочки. Салфеточки. Так.
Штатив, штатив. Штатив. Галя, ты даешь. Такой вот штатив. Он, для... А? Он как и селфи-палка идет, по-моему. А это, по-моему, витамин. Ого. Да, витамин. Это что ты покупала вчера, который? Я вчера тебе принесла. Дай себе. Так, витамин Б-комплекс. Это полностью Б-витамины. Они разные. Да. Ой, а я тебе омега хотела заказать. Они все разные. Разные там все. Д3, дай я посмотрю, сколько единиц. Мама их обычно бабушке присылает. Тот раз бабушке. Витаминчики бабушки. Это 100%. А может тебе? Что-то тут еще. А? Зеленый футбол не Нет, так человек, по-моему, в стирке. Это опять, по-моему, и брать. Это, наверное, тоже оператору. Это мне. А Ерхоза, Юхен. О, еще одна есть. Одну сразу забрали. О, как раз вот эта большая, как раз твоя. Иди сюда. Чабай. А, хотел? Вот такие носки. Они зимой такие теплые были. И эта ложка Мухаммеду. Мухаммеду. Это, по-моему, побольше. Это тоже мне. И вот такой вот брелок. Не? Да, где мы Ключи свои сходим? повесите от квартиры. Все. О, сколько вещей. Я же говорю, хоть магазин, собственно, открывай. Галя, огромное тебе спасибо. Я даже не знаю, как выразить тебе благодарность и за что это нам, и как мне тебя теперь отблагодарить. Надо будет Гале посылку какую-нибудь собрать, да, Ишка? А, надени. Или мы посылкой, с Аишкой поедем в Майами. Да, Ишка? Поедем в Майами? Вот диви, тетя Елч. Тетя Елч, вот диви. Вот, да все, жди нас. Сейчас заработаем $1000 в Ютубе. И поедем, да, Ишка? Это Мухаммед. Нет. Мои дорогие, доброе утро из Хелшин. С вами снова Лейла. Видите, у нас уже цветут деревья. Уже калина вся зеленая. Так вот, хочет уже и черешня у меня зацвести. Только бы не было заморозков. В прошлом году были заморозки и очень мало было плодов. Вот черешня. Правда, это такое дерево, знаете, мы никак не можем его убрать. Ну, не то, что не можем, не хотим. Это дерево сажал мой муж, но не в прошлом, а позапрошлом году половина его вот так вот, ну, оно практически уже трухлявое, половина ветром вот так вот сломала это дерево. Но видите, оно все-таки работает, даже он очень много почек. Цветонос, вот видите, скоро зацветет. Также груша зацветет. Так, сегодня у меня, значит, немножко с утра будут, ну, сказать с утра, это еще уже часов 10 у нас, по-моему, 11 час, я так совсем справилась. Так, друзья, ну и вот мой небольшой полисадник, конечно, он не в таком красивом виде, как бы сказать, не обделан, не отделан, не обделан бордюрчиком, так, чтобы было красиво, но никак не получается у меня, не знаю, может быть, сын что-то придумает сейчас дома. Так, вот немножко обрезала розы, мне кто-то говорил, что нужно вот то, что вот неживое обрезать, обрезала, вроде бы вот два этих куста, они давно у меня вроде бы живые. И вот я вижу на 3 молодых кустах тоже уже пошли вот такие вот небольшие побеги на этом кустике. Вот на этом розы были очень красивые, не знаю. И этот вроде бы живой. Вот с розами у меня все время проблема. Везде лилии всходят, везде тюльпаны взошли, которые я в прошлом году сажала. Уже собираются цвести. Но они такие низкорослые тюльпаны. Так, расцвели у меня вот эти вот цветочки. Гиацинты, по-моему, точно я не помню, если честно, как они называются.
пахнут прям так сиренью. Очень нежный запах у них. Аишка их у меня очень любит. Так, и из-за того, что вот этот дом делает мне огромную тень, у меня тут были шикарные кусты пион. Видите, вот, не только, потому что тень, солнечный свет тут сюда поступает крайне уже последнюю очередь только. Их надо будет куда-нибудь пересадить. Тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 огромных кустов пион розовых. Вот борьба с тенью тут. И гортензия. 2 куста тоже большие гортензии. Тоже живые, тоже нормальные. Лилий много тут вроде бы. Вот. 1, 2, 3, 4 куста. 5, 6, 7, 8, 9. Лилий много. И вот у меня тут, я вижу, календула всходит самосевом, как я говорила. У меня была календула, и вот она всходит самосевом. И тут, по-моему, самосевом всходит календула. Так, друзья. Ой, вот такие вот дела сегодня. Огородные, как бы. Так, друзья, будет немножко шумно, как я вам сказала. Вывод у меня пошел. Как видите, я инкубатор перенесла в кладовку. Ой, вернее, в котельню, где у меня другие цыплята. Эти тоже, как видите, растут. Очень шумно, конечно, у нас. Вот они выросли. Но мне нужно теперь делать в огороде такую, ну где-нибудь какую-нибудь клетку, чтобы их вывести уже на улицу. Видите, они уже слишком взрослые. Я их еще не кормила. Надо их кормить. Милые, страшно. Так, ну и пойдемте посмотрим, что у меня тут вывелось. Я, конечно, уже занесла утром одну партию. Так, ветрено, холодно, боюсь. Нет, подождите, закрою дверь. Ну вот. Закрою дверь, чтобы не было холодно. Их нельзя часто открывать. Какие маленькие лосенькие. По-моему, только 15, только 16, не знаю. Я уже занесла с утра. И вот. Вот это две. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну и есть, которые прокормили сейчас. Пока их поставят, пусть подсохнут. Или раз я их открыла, вытащила одну. Сейчас открывать, как я сказала, нельзя. Вижу, есть проклюнутые. Холодно, сейчас быстро их перенесу, и кормить. Ну вот, друзья, я положила и мокреньких сюда, и те, которые постарше, они еще со вчерашней ночи вывыпились, я их утром вытащила. Сейчас время обеда, и вот я их вытащила других. Точно не знаю сколько, тут 3 голошеечки, 2 беленьких и 1 черненькая такая. Вот такие вот. Но в этом выводе немножко хоть белые есть, а то у меня они все серые или черные. Тут 1, 2, 3, 4, 5, 6 беленьких, ну более светленьких. Они, конечно, не будут белые, но какой-то будет другой окрас. Это вот такая вот чубатенькая, лохматенькая, как она называется, хохлатенькая. И еще тут маленький хохольчик такой. Вот. Ну все. Так. Люблю смотреть за птичками, особенно когда они вылупляются, когда они вот такие вот маленькие. Я вот посчитала их 29 штук. Я не думала, что даже они выведутся, если честно. Я проверила яйцо, конечно, оно было живое, я была рада. Просто 15 часов без света они у меня были. Температура упала до 28 градусов даже в инкубаторе. Ну, как видите, вроде бы ничего. Не знаю, там еще гусиная лежит. Вот что будет с гусиным, еще посмотрим. Будем с вами наблюдать за ними. Заложила
Вот, как видите, еще яйцо на 120 штук. Не знаю, как поведет этот инкубатор себя. В этом инкубаторе у меня в этом году не очень-то повезло. Это пенопластовый такой простой инкубатор. Не знаю, как он даже называется, не знаю, если честно. Золушка, несушка, что-то такое. Что, не помню. Потому что тут не написано на нем, что это. Посмотрим, друзья. Сейчас. Друзья, у нас тихий час, как видите. Заснули все, согрелись. Поставила я им банку с водой теплую, горячую. Просыпаются от моего разговора. И заснули. Вот, друзья, как видите, моя рассада, которая только всходит. Не знаю, что из нее будет. Посмотрим. Будет. Не будет, все равно куплю там у турков. Так, я здесь везде прополола. Вот видите, подпушила, где мои цветочки. Землю мне выкопал мой дивер, как видите, кусочек. Я тут понемножечко посажу петрушечки, укропчика, лучку. Давно надо было посадить, потому что мне бывает здесь удобно. Забежала быстренько с кухни, и мне хватает. Пока здесь закончится, в огороде начинала расти раньше. Ну вот последний, вот все, именно этот год, нынешний год, у меня вот небольшая вот такая вот затяжка с этим палисадником, как бы. Просто, в принципе, раньше уже у меня не было ютуба, время так много не отнималось, а сейчас много времени отнимается. Так, малину пересадили, как видите, вот здесь вот полили. Да, Тиха, иди сюда. Тиха, ага, молодец. Это Ибрагим у меня полил. Как видите, я прополола то, что я вам показывала. Вот, прополола. Мусор, правда, мне уже Ибрагим собрал, видите, даже не выкинул, оставил. Собрал. Он тоже не хочет под солнцем в Уразу бегать. Сегодня пятница, они дома у меня. Так, ну вот, как видите, вот такой вот получился кусочек малинки, смородинки. Ну, посмотрим, приживется, нет, так делать нечего. Вот сюда вот тоже посадили, полили, все хорошо. Теперь уже время намаза, мальчики мои ушли, такой дивер дома. Я тоже сейчас пойду, помолюсь, потом замешу тесто на пирог. Хочу пирог все-таки сладкий сделать, попробуем. Друзья, я очень давно его не делала, посмотрим вместе, что у меня получится. Что-то вот мне захотелось его сделать, хотя уже 2-3 дня собираюсь. И я немножечко поставлю тесто и, наверное, часа 2 посплю, потому что уже, да, усталость чувствуется и побаливает голова. А так пока ни пить, ни есть не хочу. Ну вот слабость, просто слабость. Ничего, альхамдулилlah, все, что мы делаем, все для Всевышнего, чтобы Он нам как бы воздал за все, что мы делаем. И это все-таки получается такое, знаете, как бы поклонение, боязнь, вера наша в том и утверждается, что мы держим разум, молимся. И это получается, что подтверждение, что мы все-таки рабы Аллаха, и мы это должны сделать. Трудно нам или легко, но это наша обязанность. А то, что мы обязаны, мы должны выполнять по-любому. И поэтому, друзья, хоть вы и мне говорили, можно и нельзя, можно. Я спрашивала врача, если мне не очень плохо, то держать уразу мне можно, а так ничего, все нормально. Единственное, что мне нужно чуть-чуть убавить темп работы моей, и все. А так полежала, немножко отдохнула, кое-что сделала, потом снова. Ничего страшного. Уже 4-й день, представляете, а время буквально быстро летит. Так что будем вот так вот держать пост сколько можем. Потому что жизнь, не знаешь, на каком моменте она остановится и получится ли на следующий год держать уразу. Ну и вот, друзья, я пока оставлю огородные работы, может быть, до вечера, может быть, и до завтра, не знаю, потому что на улице жарко. Сейчас буду замешивать тесто на пироги, и я немножко отдохну. Я помолилась, все сделала. Теперь будем заниматься пирогами. Сейчас я опущу камеру, чтобы было видно, что я делаю. Так, вроде бы видно. Все. Значит, на
Эти пироги мне нужно литр теплого молока, 5 яиц, 2 стакана сахара и 2 ложки дрожжей. Ну, сейчас, подождите. И нужна пачка сливочного масла. Вот такая вот пачка сливочного масла. Сейчас я его растоплю, забыла. Так, ну вот, растопила я масло. Значит, 2 столовые ложки дрожжей. Это у нас будет пока опара. Ну, немножечко я муки сюда положу. И вот тесто мое подошло. Ну, вернее, не тесто, а получается это опара. Видите? Все уже готово. Так, теперь делаю резиночки, чтобы постоянно они у меня не мешали мне. Это Аишкин браслетик у меня остался, как видите. Так, теперь в муке сделаю углубление. Но она у меня постояла минут 15. Наверное, у меня дрожжи не очень такие хорошие, активные. Хотя я их покупала буквально 2-3 дня тому назад. Но не знаю, посмотрим. Рискнем. И замесим тесто. Желтое, потому что у меня яйцо домашнее очень желтое. Нужно замесить не очень крутое и не жидкое, такое средней консистенции тесто. Так, и вот, друзья, теперь переложим наше тесто в чашку. И поставим на час подходить. Теста, конечно, много, это на 5 пирогов, друзья, я делаю специально. Ну и вот, друзья, тесто мое подошло. Как видите, здорово. Оно буквально постояло минут 40, наверное, не больше. Так, теперь мы его выложим. Я хочу просто заморозить. Сегодня сделаю, наверное, 1 или 2 пирога, а остальное заморожу на булочке, на что-то, чтобы постоянно не замешивать и не возиться с этим тестом. Оно очень пышное. Сейчас я подготовлю форму, сковороды. Так, друзья, я хочу вам заодно показать, как я старым дедовским способом почистила сковороды. Жалко, я вам не показала, какого она была качества. Можете поверить на слово, она была очень черная, с большим нагаром, что снаружи, что снутри. Ну, это старая сковорода. Старый наш бабушкин, дедушкин, может быть, метод.
Положила полное песка и поставила под навесом на газовую плиту до утра. И утром, как видите, все отошло, просто помыть и занести. Ну, конечно, кто живет в квартире, это не сможет сделать, но сельский житель это сможет сделать. Это когда-то давно вот таким вот образом делали наши бабушки, мамы. Никаких вот средств чистящих не надо. И очень хорошо вычищается, если честно. Я даже забыла про это, как драила, не смогла отодраить. И решила, так как я думаю, поставлю. Все равно у меня газ-плита стоит на улице, почему бы и нет. Так, значит, смазываем форму растительным маслом и положим на нее пергаментную бумагу, чтобы пирог было легче вытаскивать. Чуть-чуть диаметр маленький у нее, но надеюсь, это с конца. Он не прилетит. Так, интересно, меня видно, нет? Ой, мамочки, я вас немного побеспокоила. Так. Тесто, как я сказала, получается очень много, но вы можете разделить его. Так, теперь здесь 500 грамм теста, которое у меня будет основа пирога. И 250 грамм сверху, которое будет тесто. Надеюсь, я успею к ифтару. Ну, еще рано, если честно. Пока тесто подходило, я, друзья, очень хорошо отдохнула. Не могу сказать, что, конечно, что я заснула, но отдохнула. Полежала часок, пока оно подходило. Так. Если что, вы меня не обессудьте, готовила, я говорю, очень давно. Еще когда, наверное, были маленькие мои дети. И пирог пекла тогда, и медовики тогда делала, и ореховый торт. А как повзрослели мои дочки, я этого не делала. Обычные такие вот, в принципе, делают они всегда. Так, у меня, к сожалению, нет дома повидла. Это, конечно, было бы здорово и не настолько накладно. В этом году я не делала повидло. Так, у меня тут масло перетапливается домашнее. Немножко накопилось сметанки. Слишком густой, мы ее уже не едим. Я ее поставила перетапливать. И, наверное, видно на фоне, может, не видно. Нет, не видно. Покажу вам. Хочу сегодня, друзья, не делать мясное ничего. У меня там есть, осталась и курочка запеченная, и остался супчик. Много чего, но если даже это осталось, я что-то не хочу мясного. Хочу картошку запеченную, именно, не знаю, захотелось мне очень сильно. Запеченную картошку. Наши лепешки без ничего, Ольгищ. И хочу с творогом и со сметанкой свежей. Поставила молоко разогревать. Картошку уже порезала, почистила, порезала. Она слишком большая, просто если она небольшая, то не надо было бы резать. Так, я надеюсь, меня видно, да? Ну-ка. Видно. Все. Сейчас. Клубничный джем. Прям целые клубники. У меня в этом году очень жидкое получилось клубничное. Хотела сделать
джем, но получился очень-очень жидкий. Так, ну на 2 пирога мне хватит. 2 пирога нам тоже как раз хватит. Я очень люблю в горячем виде. Я знаю, что это не полезно, что прибавляет килограммы. Но, в принципе, я поэтому даже и не пеку его, по большому счету. И по большому счету, друзья, вы уже знаете, я говорила, я сама лично небольшой любитель сладкого. Вот не знаю, с чего я поправляюсь, если просто с мучного. Но единственное, я очень люблю в прикуску с сахаром пить чай. Я даже сладкий чай не пью, пью просто в прикуску. И, ну, конечно, не сказать, что я не ем этого всего, но оно мне просто не нужно. Если у меня есть, я могу поесть. Но так, чтобы я захотела, купила специально или сделала для себя, такого нет. Я не хочу. И люблю крайне редкие торты, крайне редкие такие сладости. Поэтому всегда Мадина, когда приезжает к нам в гости, всегда говорит: мам, я не знаю, что тебе из сладости купить. Ни сладостей, ни шоколадок я не люблю. Люблю карамельные конфеты, люблю мармеладки. Так что и как-то сама не люблю, и им не покупаю, и не делаю. Ну, у нас один Ибрагим только. Нет, Саша тоже сладкоежка. Саша тоже есть сладкое. Так, запах масла, конечно, у меня желудочный сок уже вырабатывает. Так, я надеюсь, все. Если что, я не опытный кондитер, имейте в виду. Так, и теперь, друзья, ножницы у меня кухонные, вы не думайте, что я ничего что-то делаю. Посмотрим, что получится с этого пирога. Вот так вот. Вот такая красота. Теперь поставим его подниматься. И также я сделала второй круг. Так, друзья, если он у меня не успеется ну, в определенное время, то я, скорее всего, подключусь. Так, и вот, как я сказала, друзья, это тесто на 5 пирогов. Вот, 2 пирога я положила, а эти 3 теста я положу в морозилку. И по мере, когда что-то мне надо будет, или булочки, или пирог еще раз захочу сделать, разморожу заранее, и все. Так что теперь будем держать и сладкое тесто в морозилке. Так, вот, друзья.